Руслан, да не нужно стольким людям сегодня высшее образование. У меня куча знакомых, которые с дипломами вузов работают там. Эпиляция, маникюр, педикюр, тамада. Да вышли бы сразу замуж бы и не мучились, ей-богу. Слушай, зачем вообще... Это не только женщины. В основном женщины. Слушай, я вообще не понимаю, зачем платить столько специалистов, которые потом не работают по полученной профессии, да? Вот по некоторым оценкам, до половины выпускников вузов не работают потом по специальности. Почему? Ну почему? Потому что кто-то там поступил, потому что так родители захотели, или там кто-то поступает ради корочки о высшем образовании. Не знаю, а мне кажется, Руслан, что во всем виноваты вузы. Это они выпускают таких вот специалистов, которые не могут потом себе найти работу. Не нужны они такие. Слушай, ну обычно говорят, что во всем виноват Чубайс, да, теперь вузы виноваты. На самом деле, да, это дело каждого абитуриента конкретно. Он должен в идеале понимать, когда поступает в вуз, чего он хочет. А вообще, вот что такое сегодня высшее образование? Это диплом или это все-таки подготовка конкретного специалиста? Это большой вопрос. Мне тоже очень интересен ответ на этот вопрос. И думаю, многим выпускникам и их родителям будет интересно. Вот давай попробуем сегодня в этом разобраться. Хорошо. Сдача ЕГЭ и поступление в вуз – это целая эпопея. У нас нет статусных вузов. Поняла, что образование никакое. 2/3 студентов на самом деле поступают, чтобы поступить. У нас очень хорошие вузы. Вузы сейчас готовят профессиональных безработных с неадекватно завышенной самооценкой. Люди понимают, что по-старому жить нельзя. Это и вузы сегодня тоже понимают. Лето не только пора отпусков, но и самое ответственное время для выпускников школ и их родителей. Сдача ЕГЭ и поступление в вуз – это целая эпопея. А тут еще и коронавирус добавил трудностей и серьезно осложнил процесс. Для многих стать студентом желанного вуза – главная задача на лето. Какие требования предъявляют вчерашние выпускники к современным вузам? Какие профессии они рассчитывают получить? И насколько их планы соответствуют изменениям на рынке труда? Ответы на эти вопросы искал наш коллега Разиф Абдуллин. Давайте посмотрим. Этим уфимским мальчишкам до сдачи ЕГЭ остается еще ровно год. Пока они спокойно проводят время, но и о будущем после окончания школы уже задумываются. Я уже знаю, в какую сферу я пойду. Я уже знаю, что я силен в информатике и физике, и в профильной математике. Я рассматривал сейчас университеты и Уфы, и других городов, но в Уфе мне не понравились низкий проходной балл. Поэтому я задумался о том, чтобы поступить в Москву, Петербург. Я думаю, что больше всего будут востребованы профессии, такие как роботостроение, инженерия и программирование, так как это больше всего очень масштабно и обильно развивается во всем мире. Регина уже закончила ту же школу, в которой еще учатся ребята. Выбирая вуз, нужного ей учебного заведения в Уфе не нашла. Пришлось уехать в Казань. Я учусь в Казанском федеральном университете на направлении телепроизводства. Это специальности, которые бы позволили мне осуществить свои мечты и заниматься тем, что мне нравится. И когда я рассматривала башкирские вузы, у нас такой, к сожалению, специальности не было. По словам специалиста кадрового агентства, сейчас на рынке труда востребованы инженерные, медицинские и IT-специалисты, плюс так называемые продажники. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок и дальше жил на родной земле, работал на местном заводе или в районной или городской больнице, или в местной соседней школе, то вряд ли есть смысл рассматривать возможность обучения за пределами республики. Но если вы хотите, чтобы ваш ребенок мог на равных участвовать в кадровых конкурсах таких крупных компаний, например, как Google или Airbus, то тогда стоит рассмотреть возможность получения образования в вузах, которые занимают верхние строчки в мировых рейтингах. Более 19 тысяч выпускников в этом году в Башкирии сдают единый государственный экзамен, чтобы получить возможность продолжить свое образование. Сдача ЕГЭ резонный повод задуматься о качестве башкирских вузов, чему учат наши институты, какие профессии будут востребованы через 5 лет, совпадают ли планы выпускников с возможностями высшего образования региона. Тема нашего сегодняшнего обсуждения. Итак, век живи, век учись. Но у большинства все-таки альма-матер высшей школы одна. И при этом многие выпускники вузов работают не по специальности. Как достичь в этой теме гармонии и в чем главная цель высшего образования – получить диплом или научить человека думать и анализировать?
Как меняется высшая школа, что мешает ее развитию и успевает ли она за быстро бегущим временем? Эти и другие академические вопросы мы вместе с Алсу Сликаевой обсуждаем сегодня в студии программы «Честно говоря» с нашими гостями. Итак, Николай Данилович Морозкин, ректор Башкирского государственного университета. Наталья Бадоля, общественный представитель агентства стратегических инициатив по Республике Башкортостан. Советник главы Республики Башкортостан по развитию науки Руслан Казаханов и ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета Олег Баулин. Здравствуйте. Уважаемые гости, давайте начнем с главного. Является ли оценкой уровня башкирских вузов то, что наши лучшие выпускники уезжают поступать и учиться в другие города, не только Москву и Питер, но и Казань, Екатеринбург и так далее? Николай Данилович. Вот то, что наши многие, я скажу, лучшие выпускники уезжают учиться и в Москву, и в Казань, и в Петербург, это, вообще говоря, нормальное явление. Почему? Потому что когда мы в свое время были в таком же возрасте, мы тоже мечтали уехать куда-то подальше от родителей, с одной стороны, и поступить в престижный вуз по тем временам, которые были. Вот. Но я хочу сказать, что здесь много причин. Уезжают не потому, что у нас плохие вузы, у нас очень хорошие вузы, а просто причины самые разные. Или, например, Казань, или там Екатеринбург ближе, если это люди находятся в районе Нефтекамска, там ходит поезд, все рядом. Вот. Или здесь, ну как вот уже было сказано, скажем, в наших вузах не все специальности представлены, не все направления. Вот. Ну, или просто у нас высокая ЕГЭ. Хорошо готовят у нас достаточно в школах, и в целом по республике у нас достаточно хороший ЕГЭ. Конечно, здесь есть большой минус, то что как бы для абитуриентов у нас нет статусных вузов. Ну, таких как федеральные университеты, национально-исследовательские университеты, которые были созданы в 2010 году. Вот. Возможно, в этих федеральных национально-исследовательских готовят не лучше, чем у нас. Но они имеют определенный статус и определенный имидж. И это, естественно, влияет на абитуриентов. Понятно, спасибо. Олег, что вы скажете? Ну, вы знаете, у вас сразу было несколько вопросов. Я попробую так дискретно ответить. По поводу выездов ребят, которые закончили школы в другие регионы. Я, с одной стороны, согласен, что да, действительно, это тенденция, которая возникла не сегодня, и даже не вчера, и много-много десятков лет. Если поднять статистику, мы видим, что примерно 15-25% это ребята, которые всегда выезжали по разным причинам. Одна из причин была озвучена у вас в сюжете на примере Казанского федерального, когда девушка уехала учиться туда, только по той одной простой причине, что этой специальности у нас в вузах Республики Башкортостан Вы знаете, нет. это самый простой случай. Но Да. мы имеем в виду прежде всего те Массовость. случаи, когда есть одинаковая специальность, скажем, Вот, в Екатеринбурге, и в Уфе, но почему-то выпускник уезжает в Екатеринбург. Вот я часто сталкиваюсь с вопросом, и сегодня как раз был один из таких примеров, в том числе и дети наших сотрудников, не всегда, скажем так, поступают, не могут поступить в нефтяной университет на бюджет, они поступают в вузы и соседних регионов. Ну вот я там сегодня общались, конкретно был Санкт-Петербургский горный. Значит, к нам на геологию не прошел, туда прошел. Почему? Потому что, допустим, бюджетных мест у нас на специальности геология, там на бакалавриате 18, на специалитете 40, а в Санкт-Петербургском горном там 300, допустим, да? И поэтому понятно, что пройти туда можно быть. Почему нельзя здесь увеличить количество бюджетных мест? Вот это очень правильный вопрос. И здесь, о чем начал говорить Николай Иванович, я вот хотел закончить его мысль, что это вопрос, который не всегда связан с вузом. Это вопрос еще и емкости рынка труда региона конкретного. И мне приятно отметить, и я еще раз вот обращаю внимание, что в 2020 году относительно 2019 года во всех вузах Республики Башкортостан резко увеличено количество бюджетных На 1000 мест, да. Это очень хорошо. Да. Ну, ректора вузов ожидаемо
патриотично отбили вопрос с подвохом по поводу оценки уровня башкирских вузов. Безусловно. Руслан, что вы по этому поводу скажете? Ну, я их, с одной стороны, поддержу, потому что действительно, например, студенты медицинского университета, там очень высокий балл, тоже поступают учиться в Оренбургскую область, в другие регионы России. Но при этом есть и объективная сторона. Действительно, нет качественных вузов, так скажем, которые входят в категории национальных исследовательских там, университетов, федеральных университетов, да, и вот в текущем году у нас появится шанс, может быть, там 2-3 университета в ближайший десятилетний период туда включить общими усилиями. И второй момент, это, конечно, мы же понимаем, что от статусности зависит и бюджет вуза, и количество мест, которые выделяются, бюджетных, в том числе на те или иные группы подготовки. Конечно, конечно. Мы понимаем, что все соседи наши, там Татарстан, Самарская область, Пермский край, где есть такого статуса вуза, они получают там, с коэффициентом 1,5-2 к тому количеству мест, которые есть у нас. Конечно, это тоже играет серьезную роль, поэтому там и количество мест. Да, нормативы затрат в том числе, да. То есть у них получается, что и количество бюджетных мест становится выше. Вообще ведь проблема в том, что вот те абитуриенты, те 20%, там, о которых Олег Александрович говорил, они уходят из республики, но при этом возвращаются из них сюда обратно, там, на те же программы магистратуры, может быть, да, второй ступени образования. Сколько процентов? Очень мало, то есть порядка там, да, 10-15%. Давайте вот примерно, да, прикинем. То есть получается, что подавляющее большинство тех наших 100-бальников, олимпиадников, просто подготовленных выпускников, которые уезжают поступать в другие города, они не возвращаются. Примерно 5 лет назад у нас ребят, которые уезжали из республики, их было значительно больше. Их было более 8 тысяч. В 2019 году таких ребят чуть более 5 тысяч. Может быть, было больше просто ребят? И демографически я сейчас поясню. Доля снизилась. И при этом есть еще другая цифра. Количество ребят из других регионов, которые приезжают к нам. Вот. Это более важная цифра, кстати говоря. Конечно. Ну, то есть, еще раз, одна цифра была 8 с копейками, стала 5 с копейками, а другая цифра была 1000 с небольшим, и стало 1400, а стало 3800. 3800 приезжает. То есть, как бы вот этот баланс, он постепенно выравнивается. Все-таки хотелось услышать независимое мнение, Наталья. Но мне кажется, что... Вот своего ребенка, вот куда он будет поступать? Он будет поступать в башкирский вуз? У вас уже подросток, и вы готовитесь, да? Уже выбираете какие-то Да, но мы вузы? уже определились с направлением, и на текущий момент, вот если бы нам сейчас надо было поступать, то специальности, которую выбрал мой сын, ее сейчас нет в Башкирии. Поэтому какой? у нас Если не есть секрет. 3 года, и я внимательно слежу за этим процессом. Эта специальность есть в Высшей школе экономики, прикладная математика и информатика совместно с Яндекс.Группой. То есть просто в Башкирии такой специальности нет? Нет, такой То есть нет. это не совсем характерный пример, да? Да, ну то есть просто то, что... Математика, информатика Ну, есть. она имеет Нет там партнера свое в виде подразделение. компании, как Яндекс. Так, и с Яндекс.Группой тоже, кстати. Яндекс.Класс есть. Да, у нас Яндекс.Класс. Ну, Яндекс.Класс есть, я его Смежных сама... Я так понимаю, что в Высшей школе экономики просто А вот, нет. коллеги, обратите внимание, я прошу прощения, вот смотрите, вот здесь как бы 4 человека, Просто 6 разных мнений, да? Обратите внимание, насколько Учебные планы. вот этот пример показательный с точки зрения того, что информационное сопровождение деятельности вузов действительно в республике вот как раз хромает, Я- видимо, на обе ноги. Я закончу свою мысль. Да. На самом деле мы сверяли учебные планы, то, что в названии, и то, что внутри, отличается. И здесь я отдала, собственно говоря, право выбора своему ребенку, а не себе, потому что я не специалист в этом Но направлении. вы ему объяснили, И в чем он, разница. на самом деле выбирал по учебному плану, по тем дисциплинам. То также он подходит к любым учебным курсам, программам, которые сейчас он выбирает. Спасибо, у нас есть еще материал, который можно обсудить. Готовясь к программе, мы решили узнать, как складывается судьба у выпускников разных уфимских вузов. Как у тех, кто только получил диплом, так и у тех, кто закончил вуз давно. Давайте посмотрим и обсудим. Уфимка Эльвира Ишмуратова получила 2 высших образования. В БГУ по связям с общественностью и в БАКСу – маркетинг. Но настоящее призвание она обрела в индустрии красоты. Я обучалась в БГУ, факультет связи с общественностью, и начала работать со 2-го курса, потому что поняла, что образование никакое, потому что одни и те же лекции читали по несколько раз. У меня даже было большое количество троек, но то, что я к окончанию 1-го вуза была руководителем отдела, я думаю, что это является показателем, а не показателем оценок в дипломе. Я обращала внимание, кем работают мои одногруппницы. Это и
администраторы в сауне, и кассиры в банке, и кто-то на дому торты печет, кто-то кадровым работником стал. По специальности никто не пошел, хотя 5 лет обучались, и 5 лет они за это платили. А этот выпускник БГУ теперь возглавляет республиканскую телерадиокомпанию. Рустам Зарафудинов закончил экономический факультет вуза, но в итоге стал журналистом. До того момента, как я возглавил телерадиокомпанию, с промежутком, с перерывом на 2 года на госслужбу, я работал еще и руководителем информационной службы в другой телевизионной компании в нашей республике. И я могу сказать, что когда я создавал там информационную службу и набирал людей, с которыми я работал и шел почти 9 лет бок о бок в этой информационной войне, я ни разу в жизни не держал чужого диплома о высшем образовании в руках. Единственное максимум, что я делал, я спрашивал, какой его закончил, какая специальность. Я могу сказать, что вот на предыдущей работе в моей команде не было ни одного человека с высшим образованием журналистским. В нашем понимании абитуриент, который поступает в какой-то вуз, он должен в идеале себе уже представлять, кем он хочет работать, по какой специальности. Я думаю, что нет. Это, опять же, такой региональный подход. И это в идеале. Но 2/3 студентов на самом деле поступают, чтобы поступить. И они какие-то другие критерии для себя выбирают. И на самом деле то, что вот хотела добавить, 100-бальники и талантливые дети уезжают, это проблема, и приезжают опять же, да, то есть вот эта миграция, это проблема региона, это не проблема вузов. В каждом нашем вузе есть гениальные, уникальные международные лаборатории, кафедры, преподавательский состав. Но если вот тех ребят, которых вы опросили, вы зададите им вопрос, кого они знают, то не знают никого. И это проблема не ребят, это проблема вузов, которые должны, видимо, по-другому строить свою информационную политику. Вузы, на самом деле, умеют разговаривать с институциями, они умеют разговаривать с Министерством образования и науки, они умеют разговаривать с Рособорнадзором, с правительством Республики Башкортостан они умеют разговаривать. Если зайти на их сайты, сразу видно, с кем они говорят. Они говорят в первую очередь с Рособорнадзором. Вот я специально сегодня посмотрела все сайты наших башкирских вузов. Там сразу вот баннеры, все под них. Наталья, я с трудом нашла кнопочку финансирование. И они разговаривают с институциями, но не с детьми, не с родителями. Почему так происходит? Ну, Николай Владимирович. Во-первых, почему такое плохое отношение? Сейчас, секунду. Николай Владимирович, во-первых, вы признаете, что такая проблема есть. Вы правильно понимаете? Такая проблема есть, да. Но дипломы наших вузов, приложение к диплому, признаются Евросоюзом. Евросоюз считает, что качество наших вузов соответствует тем требованиям, которые определяются в Евросоюзе. Олег, скажите, пожалуйста, понятно, что есть общая проблема, то, что масса выпускников, особенно гуманитарной специальности, не работает по своей полученной профессии. В техническом вузе такая проблема есть? Знаете, мне кажется, эта проблема есть везде. Значит, и не факт, что это проблема, я вам скажу откровенно, да, потому что вы приводили пример, что человек закончил, условно, экономическую специальность, а проявил себя на, значит, поле там, журналистики. Знаете, я вас прерву. Я считаю, эта проблема имеет место быть при условии, что он обучался за бюджетные деньги. На бюджетном месте. Да, смотрите, здесь, на самом деле, если вот так чуть верхний уровень подняться, есть несколько идеологий развития системы высшего образования в масштабах различных стран. Есть, два таких полярных мнения, скажем, да. Первое – это всеобщее высшее образование, которое просто повышает уровень образованности населения, что снижает там преступность. Некий базис, да? Да. И вторая парадигма – это как раз вот сразу начать готовить под конкретные рабочие места, производство и так далее. Я прекрасно, мне кажется, понимаю ситуацию, связанную с тем, что почему там мы в Советском Союзе обучались. Я в том числе на программах специалитета, и я обучался, условно, под конкретное рабочее место. А сейчас мы уходим в сторону многоуровневой подготовки. Бакалавриат, первый уровень, специалитет, магистратура, второй уровень. Насколько это оправдано? А вот смотрите, какая. Мне кажется, эта история такая, что мы в ВУЗе, кстати, стараемся это сделать, мы должны просто предоставить и родителям, и абитуриенту возможность выбора. Например, у нас есть там пожарная безопасность и бакалавриат, и специалитет. Геология и бакалавриат. Чем они отличаться будут? Они отличаются степенью глубины проработки спецразделов.
Вот именно тех профилированных. Именно под конкретное рабочее место. Да? Почему? Потому что ребенок вполне может окончить бакалавриат по одной, скажем так, специальности, если по-старому говорить, а в магистратуру пойти на другую специальность. И это регулярно используется. Почему? Потому что сегодня в условиях, когда продолжительность жизни растет значительным образом, по статистике мы это знаем, да, с вами, есть данные, что человек принципиально меняет сферу своей деятельности в среднем 3 раза за жизнь. Николай Данилович, вот вы руководите классическим вузом. Да? Вы считаете проблемой то, что многие выпускники, признаем это, не работают по специальности? Я не вижу тоже в этом никакой проблемы. Мы, как классический вуз, всегда готовили фундаментально. Мы готовим фактически человека, который должен обучаться всю жизнь. И учить его самостоятельно работать, добывать знания самостоятельно. Спасибо, мы вернемся к разговору буквально через несколько минут. Слушай, Алсу, дай воды, пожалуйста, попить. Слушай, вот спасибо. То, что меня зацепило, да, вот наши собеседники все сходятся на том, что им есть чем гордиться, есть что показать, чем похвастать, но при этом они плохо получается продать, что ли, там, показать как-то. Но ты говоришь о маркетинге, о маркетологах, да, вот, необходимых. Да, умное слово, да. Но самое, что парадоксальное, ведь сами же эти вузы, что БГУ, что нефтяной, выпускают пиарщиков. Готовят этих специалистов. В чем проблема? Слушай, почему они ими же не пользуются? Давай некорректно давать оценку там, профессиональным качествам этих специалистов, но факт остается фактом. С упаковкой у них не все ладно. Ну давай тогда поговорим о том, насколько вообще котируются их специалисты на рынке труда. Слушай, вообще разговаривать с ними чертовски интересно. Давай продолжим разговор. Смотрите во второй части программы. Вы считаете проблемой то, что многие выпускники не работают по специальности? Образование должно быть через всю жизнь. Человек принципиально меняет сферу своей деятельности в среднем 3 раза за жизнь. Что могут предложить вузы в качестве второго высшего образования? Запись в твоем дипломе и твоя специальность, твоя квалификация – это не приговор на всю жизнь. В эфире БСТ программы «Честно говоря». И сегодня мы честно говорим о высшем образовании в Башкортостане. Насколько оно соответствует современным вызовам и успевает ли идти в ногу с научно-техническим прогрессом. Сколько людей, столько и мнений. Одни говорят, что высшее образование – это первая ступень в твоей профессиональной карьере. Другие, что порой необходимо думать и о втором высшем. А третьи, что в жизни можно всему самому научиться. Мы записали несколько разных мнений. Давайте посмотрим. Владимир Барабаш, известный в республике общественный деятель, хоть и получил образование в Уфимском авиационном университете, скептически относится к уровню обучения в башкирских вузах. Достаточно большая проблема. Люди голосуют ногами, и они уезжают из региона именно потому, что не верят в перспективу того образования, которое они получают здесь. То есть оно может быть и хорошее, но оно не котируется среди работодателей по многим специальностям, к сожалению. Наверное, минус в том, что вузы должны готовить профессионалов, но, к сожалению, получается так, что они сейчас готовят профессиональных безработных с неадекватно завышенной самооценкой. Потому что человек, выпускаясь из вуза, считает, что он уже все знает, все может, хочет там зарплату 50-100 тысяч сразу, просто по факту наличия у него диплома. К сожалению, оказывается, когда он приходит на работу, оказывается, что его знания, которые он получил в вузе, не имеют ничего общего с той практикой, которая сейчас существует на рынке. То есть программа учебная очень сильно отстает от тех потребностей, которые есть. Это касается не всех вузов и не всех специальностей, но, к сожалению, в большинстве своем так. Доцент Уфимского нефтяного университета 31-летний Анвар Валеев с мнением Барабаша не согласен категорически. Еще во время учебы он получил десяток приглашений от крупных нефтегазовых компаний. Боролся за его мозги и родной вуз. И победил. Сегодня Анвар, как и его коллеги, ведет научные работы для Транснефти, Газпрома, Роснефти, китайских партнеров. И, конечно, эти передовые знания доступны его студентам. У нас, наверное, порядка 70 базовых кафедр, чтобы было понятно, что это такое. Это полигоны, это производственные площадки, где идет реальный процесс производства, в которых наши студенты проходят либо практику, либо обучение, либо учебный процесс, либо еще какие-то другие исследовательского рода задачи. Например, если мы в этом году выпустили 337 человек, надо понять, что они все разные. Так. Один меньше, чем за 100 тысяч разговаривать не будет. Да, это правда. А самый худой, может быть, где-то от 40 до 35 начнет разговаривать.
Все научные разработки в Уфимском нефтяном техническом университете стремятся переложить в первую очередь в прикладные, практические знания. И этим он отличается от остальных подобных отраслевых вузов. Вот, к примеру, тренажер управления магистральным трубопроводом. Программа – аналог действующего оборудования в корпорации «Транснефть». Здесь мы можем переключать практически любое оборудование, задвижки, регулировать резервуарами. Что это дает студентам? Это дает возможность управлять всей системой сразу же. Студент, то есть имитируется, как будто он оператор на самой настоящей нефтеперекачивающей станции. И, к примеру, к нему приходит задача отключить вот этот насос. А это лаборатория испытаний металлоконструкций. Математическую теорию расчетов студенты сразу отрабатывают на учебных моделях. Реальные трубы достигают в диаметре до 1,5 метров. И исследуя поведение вот таких реальных, так скажем, моделей, мы можем перенести наши результаты на настоящие, магистральные. Все это лишь небольшая часть могучей материально-технической базы УГНТУ. Ежегодно она улучшается и обновляется за счет партнеров вуза, работодателей, которым важно получить уже готового специалиста с самыми прогрессивными знаниями в своей отрасли. А вы знаете, вот как мне кажется, как дилетанту, да, что для того, чтобы готовить уже хорошего специалиста, его должны обучать практике, которые имеют богатый опыт в конкретно своей профессии. Но вы знаете, я лично знаю на некоторых факультетах, некоторых вузов людей, которые, мягко говоря, ничем себя в профессии, которую они преподают, не проявили. Я могу, добавить? Да, конечно. По этому поводу. Опять же, возвращаясь к примеру моего сына и высшей школы экономики. По той самой специальности, там каждый преподаватель прописан и написано, что он параллельно работает в какой-то корпорации по IT-корпорации. И, опять же, с точки зрения определения, естественно, ребенок в 17 лет, IT – это как медицина, да, то есть ухо, горло, нос, там, или хирург, или детский врач, непонятно, просто хочу быть врачом. То же самое с IT, пока еще несколько областей плавают. И на вот этой же специальности с преподавателями, которые параллельно практике работают в серьезных корпорациях над своими крупными разработками, здесь же у них создаются проектные лаборатории, офисы, и студент и может, как потенциальный работодатель, студент, да, может там что-то поделать и понять. В одной лаборатории близко, не близко, в другой это в рамках одного учебного курса. Ты слегка упрекаешь нынешние башкирские вузы в какой-то закостенелости. Вот вы знаете, уважаемые гости, я не про это вообще. Вы знаете, уважаемые гости, есть такой хороший термин, там, допустим, в футболе. Они играют в академичный футбол. То есть они играют правильно, но при этом они играют скучно, неинтересно, на их матчи никто не ходит. Нет, на самом деле совсем не так, потому что те же практики, которые, скажем, в высшей школе экономики ведут, у нас такие же практики ведут. Но те рекламируют своих, что они, кроме этого, работают там-то, там-то, там-то. Наши преподаватели тоже самое работают и в том же Яндексе, и в том же Самсунге, так? Но просто мы об этом нигде не пишем. Руслан, скажите, пожалуйста, сейчас идет активная история с созданием научно-образовательного центра. Да? Что это за история, какие задачи у нее и какие перспективы? Для чего все это делается? Но эта история, это вот сентенция всех этих мнений, которые сегодня прозвучали. То есть это попытка изменить систему высшего образования и обратить... Ведь это какая история? Это не история про какие-то там объединения или какие-то новые проекты, какие-то масштабные научные разработки. Это в первую очередь задача про управление, что регион начинает немного управлять своей системой высшего образования. И пытается выстроить свою стратегию развития регионального, да, совместно, сообразно с университетами, чтобы это была одна стратегия, чтобы мы понимали, если мы хотим там даже по указу главы, например, к 2024 году увеличить население, вклад там, допустим, в региональный валовый продукт и так далее, то, конечно, мы должны это делать вместе. Это об этом речь, о том, что мы должны соединить предприятия реального сектора, потребности их в кадрах, посмотреть, какие центры компетенции можем в этих университетах создать, что мы должны изменить с точки зрения организационного устройства университета, чтобы это не было скучным местом, это не было каким-то действительно архаичным местом, которое не может себя никак спозиционировать на рынке, чтобы это действительно были амбициозные программы, интересные, современные, чтобы они на уровне конкурировали. Сама площадка, она как будет выглядеть, на чем она будет расположена?
это не есть площадка, которая там где-то физически находится. Это объединение юридических лиц, которые строятся на основе консорциума. Когда мы понимаем, что, например, вот есть потребности подготовки смежных специалистов, где могут участвовать как коллеги-ученые из нефтяного университета, так, например, из Башкирского медицинского университета. У нас есть программы, которые уже сегодня, там, в 2021-2022 году вузами будут лицензироваться и запускаться совместные программы, допустим, у классического университета, авиационного, технического и так далее, и так далее. Люди понимают, что по-старому жить нельзя. Это и вузы сегодня тоже понимают, что, конечно, нужна единая стратегия. Вот НОЦ это позволяет сделать, чтобы это была единая коммуникативная стратегия продвижения всех наших университетов, чтобы они разделили продукты. Предусматривает вот создание этой в республике на 2 года выделено порядка 300 миллионов рублей на мероприятия, связанные с научно-образовательным центром. Если мы планируем участвовать в конкурсе федеральном, и там на 3 года статус присваивается, значит, планируем получение субсидий до 500 миллионов рублей, то есть это вот, по федеральным требованиям, нацпроект «Наука». Но НОЦ – это надстройка, это рамка для всех остальных мероприятий. То есть те вузы, которые в НОЦ, те регионы, которые в НОЦ, они автоматически могут получить, например, гранты на развитие национального исследовательского или национального опорного университета в будущей программе стратегического академического лидерства. Руководитель нашей республики Ради Хабиров как раз и стремится здесь создать, вот, пользуясь тем, что объявили конкурс на новые программы, которые называются стратегического академического лидерства. Так, пользуясь этим, создать такие университеты у нас, которые получат дополнительное финансирование, которое позволит нам значительно продвинуться вперед. Спасибо. Образование ради диплома или все-таки для того, чтобы успешно заниматься своим любимым делом? Как работодатели отбирают себе специалистов и смотрят ли они при этом на название вуза, который окончил кандидат на вакансию? Эти вопросы мы задавали нашим экспертам. Запись в твоем дипломе и твоя специальность, твоя квалификация – это не, в кавычках, приговор на всю жизнь. Это не те рамки, по которым ты можешь двигаться на протяжении всей своей карьеры, всей своей жизни. Для тебя это база, для тебя это стартовый капитал, который ты должен в дальнейшем развивать и приумножать. Но как управленец, как руководитель коммерческого по факту предприятия, могу сказать, что вот я в последнюю очередь, повторюсь, обращаю внимание на то, с каким дипломом, с какими знаниями по специальности пришел ко мне человек. Я буду изучать его заново, я ему дам возможность учиться с нуля, потому что у нас очень специфическая отрасль. И для меня важнее, сможет ли он это сделать, нежели то, с каким дипломом он ко мне пришел. Тот же Илон Маск, которого мы везде всегда приводим в пример, как там техногения, там отменили конкурс дипломов. То есть человек может прийти вообще без образования, он проходит вступительный тест. Если он обладает необходимым набором знаний и умений, его возьмут на работу вне зависимости от наличия у него диплома. Если он этим не обладает, то будь то диплом хоть Гарварда, хоть чего-нибудь, это не является аргументом при принятии на работу. Но выпускники Гарварда, выпускники MIT, выпускники Высшей школы экономики российской, они почему котируются? Потому что они обладают практическими навыками, практическими знаниями, позволяющими пройти эти вступительные тесты. Я уже понял для себя, честно говоря, что основная проблема – это плохой маркетинг. Вы знаете, есть такой анекдот. Встречаются хомячок с крысой. Встречаются, и крыса с обидой спрашивает у хомячка: слушай, хомячок, мы с тобой одинаковые грызуны. Почему тебя все любят, а меня все ненавидят? Хомячок ей говорит: просто у тебя маркетинг плохой. Маркетинг – это инструмент. Первое – это планирование, цель. Какая задача у наших университетов через 5-10 лет? Кто они будут через 5-10 лет? И отсюда уже идет маркетинг, потому что они знают запрос, они знают себя через 5 лет, и оттуда начинается маркетинг. Они начинают рассказывать, что, ребята, мы через 5 лет, вот мы где в этой точке, соответственно, нам нужны эти студенты, эти абитуриенты, вот эти преподаватели, вот эти программы, и вот эти партнеры нам нужны. И тогда вот это все у нас тогда сложится. Чуть-чуть вернусь к НОЦу. Я один пример приведу, мне кажется, будет очень уместным. Вот когда говорили о НОЦе, вот Руслан Радич сказал, что это рамка, я бы хотел слово давать, организационная рамка, что очень важно. И эта рамка позволяет перепрошить, ну, скажем так, интересы, в первую очередь, республики, индустрии, вузов, школы, колледжи и так далее. Привожу конкретный пример. Сегодня, вот вы говорили в начале сюжета, что около 19 тысяч выпускников школ. Если вы посмотрите многолетнюю статистику, цифра будет примерно следующая.
что ребята, которые сдают физику в качестве ЕГЭ, они обеспечены бюджетными местами в вузах республики примерно на 30-32%. Ребята и девчата, которые сдают ЕГЭ по химии, они обеспечены бюджетными местами примерно на 26%. А вот те ребята, которые сдают информатику, на 22%. Так. И, казалось бы, неплохо. А те ребята, общество является первым, общество знаний является первым ЕГЭ из выбранных ЕГЭ, они обеспечены бюджетными местами около 4%. То есть из 100 выпускников школ, которые сдают общество, всего 4 человека имеют теоретическую возможность поступить в вузы республики. Это мы говорим про юристов, скорее всего. Нет, там достаточно большой спектр и журналистики, о чем говорить. Но я что хотел сказать. И задача НОЦа является как раз в том числе и эту цепочку сбалансировать. Начать школу, говорит, ребята, а давайте мы будем уходить от общества. Это понятная задача. Переходить, понимаете, это реально очень важно. Теперь, что касается там, прикладной подготовки. Смотрите, действительно, у нас 84 базовых кафедры. Но более того, у нас есть прям выпускающие кафедры в стенах университета. Это кафедры Роснефти. У нас с этого года запускается 3 программы под Сибур. Вопрос все-таки мы не затронули второе высшее образование. То есть понятно, что ребята, которые сейчас школы заканчивают, они пойдут дальше обучаться. А что делать таким, как я, допустим, которые, что могут предложить вузы, допустим, в качестве второго высшего образования? Если специалитет у вас, вы завершили обучение до 2013 года включительно, то вы имеете возможность поступать в магистратуру на бюджетную основу. Это тоже должно быть зашито в предложение университета, что гибкость, лояльность и вариативность обучения в течение всей жизни, второго высшего, третьего, пятого, курса повышения квалификации, изменений, вот это все должно быть такая навигация образовательная всю жизнь. Даже выходя замуж, современные девушки не полагают, что это один раз и на всю жизнь. Резюмируя наш сегодняшний разговор. Да, вот буквально одной деталью. Вот главный фактор, как вы считаете, которого сегодня не хватает в высшем образовании? Вот по одному буквально. Вот, Олег. Главное, чего-то. Связки с рынками. Связки с рынками, ориентации на рынке будущей работы, в первую очередь, для тех, кто учится сегодня в школах. Руслан, пожалуйста. Мой комментарий, наверное, будет таким, что не хватает амбиций иногда. То есть вот амбиции. Студентам, преподавателям? Университетов самих вузов. Потому что вот качество там, информационной работы, качество там, работы со школьниками, с абитуриентами, там, со студентами, упаковка этого продукта. Это все отсутствие амбиций. Идут, да? Да, по накатанной, по стандартному. То есть не хотят посмотреть на планку, которая находится чуть далеко, чуть выше. Там, да? Целеполагание и объективные оценки собственных ресурсов. То есть мыслить нужно глобально, и цели нужно ставить глобально, но для действовать вузов или, локально. опять же, для вузов, для вузов. Да. Ну, я вот согласен с тем, что прежде всего нам нужна связь с работодателями, потому что надо понять, производство у нас где он будет работать в принципе. Я считаю, что все-таки образование должно быть через всю жизнь. То есть дается как бы фундаментальное образование. Это не означает, что он пойдет работать по этой профессии. А это образование позволяет ему освоить любую другую профессию. Огромное удовольствие было с вами пообщаться. Большое вам спасибо за предметный, откровенный, профессиональный и, главное, честный разговор. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Слушай, интересную тему мы сегодня обсудили, да, но на самом деле валить все на вузы, наверное, несправедливо. В идеале абитуриент сам и его близкие должны понимать, куда ему поступать уже минимум к ЕГЭ. От них это тоже во многом зависит. Не знаю, Руслан, таких, мне кажется, единицы. Чтобы ребенок понимал, куда поступать, с ним ведь родитель должен там говорить, обсуждать, заниматься. А не все родители на это способны. К тому же, может быть, нужно человеку все-таки дать год-два подумать, прежде чем поступать в вуз. Подумать год-два. Слушай, я понимаю, что там девочка может подумать там год-два, да сколько угодно пусть думает, да. Но как парень в армии сразу после школы будет думать об этом между утренней пробежкой и вечерней проверкой, что ли? Ну, я в общем говорю, но все-таки все бы, мне кажется, серьезнее относились бы к поступлению в вуз, если бы у нас каждое бюджетное место отрабатывали бы потом. Слушай, на самом деле это было уже при Советском Союзе, да, на самом деле все новое, это хорошо забытое старое. Думаешь, вернемся? Слушай, поживем, увидим. Тебе слово.
Честно говоря, студенческая пора, она прекрасна. Но стоит ли грызть 5, а то и больше лет гранит науки, чтобы в первый же свой самостоятельный рабочий день услышать слова «забудьте все, чему вас учили». Типа все мы учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Классика. Нет, ребята, мы пойдем другим путем. Учиться, учиться и еще раз учиться. И это тоже классика. До свидания. Берегите себя и своих близких и вспоминайте иногда бедного студента. Смотрите, честно говоря, на канале БСТ и во всех соцсетях страны.